Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амши Юкшара. Сегодня в программе. Президент Аслан Бжаня совершил рабочую поездку в Гудаутский и Гагарский районы и осмотрел объекты, восстанавливаемые в рамках инвестпрограммы на 2020-2022 годы. Вице-президент Бадра Гунба принял участников научной конференции, посвященной 80-летию со дня рождения Юрия Николаевича Воронова. В Москве в рамках Международного таможенного форума 2021 состоялось подписание 3 российско-абхазских соглашений. Вскрыта уникальная археологическая находка – свинцовый саркофаг, датируемый V-VI веком нашей эры. В республике будет создан штаб по контролю над реализацией инвестпрограммы социально-экономического развития Абхазии. Об этом сообщил президент Аслан Бжаня по итогам рабочей поездки в Гудаутский и Гагарский районы и осмотра объектов, восстанавливаемых в рамках инвестпрограммы на 2020-2022 годы. Все подробности в репортаже Алики Трапш. В ходе инспекционной поездки в Гагарский район президент Аслан Бжаня посетил подстанцию БЗИП-220, которая является одной из 3 крупнейших подстанций в республике. В настоящее время здесь проходит реконструкция подстанции в рамках инвестиционной программы на 2020-2022 годы. Предполагается увеличение мощности подстанции со 125 мегаватт на 250 мегаватт. Завершить капитальный ремонт подстанции планируется к концу 2022 года. Стоимость реконструкции подстанции 540 миллионов рублей. Из них на оборудование предусмотрено 440 миллионов. Оставшаяся сумма предназначена на пусконаладочные и строительно-монтажные работы. Исполняющий обязанности гендиректора Черноморэнерго Тенгиз Гирджинбам и начальник УКС Тимур Агарбы рассказали президенту, на какой стадии ремонтные работы. В этом году устанавливаем ОПУ, в него монтируем устройство РЗА. РЗА устройства уже 50% лежат у нас на складах. Привезли до конца месяца, довезут остальную часть. В конце ноября привезут ОПУ, до этого фундамент уже готовим и будем устанавливать, монтировать все полностью. А восстановительную работу ведете своими силами? Да, все своими ваше силами. Управление строительное, да, работает? Все работники управления Черноморэнерго. Далее Аслан Бжаня проинспектировал высоковольтную линию ПСО, где летом во время сильного урагана произошла серьезная авария. Здесь установили 5 новых опорных столбов. Протяженность ВЛ ПСО больше 38 километров, мощность 220 киловатт. Высоковольтная линия ПСО обеспечивает переток из России, когда ВЛ Ачквара выходит из строя. В этом вопросе финансирование было осуществлено тоже своевременно в рамках средств, предусмотренных в бюджете Республики Абхазия на 2021 год. Это то, что было инициировано в свое время депутатами парламента. Затем президент Аслан Бжаня посетил подстанцию Гечрипш, мощность которой 16 мегаватт. Подстанцию планируют использовать для питания технопарка по добыче криптовалюты. Но прежде рядом необходимо построить еще одну подстанцию или увеличить мощности действующей. Вице-премьер-министр экономики Кристина Озган рассказала главе государства, что после его обращения к руководству России по данному вопросу в Абхазию приезжала группа специалистов Интеррау. Они изучили техническую возможность поставок электроэнергии в привязке к действующим схемам. Наиболее приемлемый вариант на сегодняшний день – это подстанция Гечрипш. Он рассматривается как первый этап. Значит, Черноморэнерго подготовила необходимые предложения о проведении небольшой реконструкции по увеличению мощности и размещению здесь. Второй этап – это здесь то, о это чем… в этом населенном пункте непосредственно, да, от этой технопарк подстанции. где-то здесь. Да, следующий этап… В привязке к данной Да, подстанции. следующий этап – это расширение, потому что здесь пропускная способность линии ограничена, и, соответственно, мощность – это та, о которой мы говорили, 50-70 мегаватт. Да. Но При увеличении мощности подстанции мы можем принять 50 мегаватт. Да. Да? Соответственно, второй этап – это увеличение. Увеличение предусматривает то, о чем говорит руководитель Черноморэнерго. То есть дополнительно необходимо подготовить подстанцию, которая будет обеспечивать… Еще одну подстанцию. Совершенно верно. Но это второй этап уже. Да, это второй этап. А линия 110, она как бы, если здесь сделать 50 мегаватт, и дальнейшее увеличение предусмотреть, саму линию надо ремонтировать? Да. Провод сечения, провод надо поменять. Чтобы пропускной нагрузки способности увеличить. Да. Сейчас сколько по этой линии максимум можно? 50-60. Всего 50-60. Если здесь будет технопарк, и в случае перетока для нужд населения технопарк работать не может? Нет.
Поэтому речь идет о втором этапе подготовки соответствующей площадки с отдельной резервной линией, со своей подстанцией. Но это следующее. Президент Аслам Жани также посетил парк принца Ольденбургского в Гагре, в котором ремонтные работы осуществляются за счет инвестпрограммы. Начальник УКС Тимур Агрба рассказал, какие работы уже проведены и что планируется сделать. Президент спросил, почему 2 года назад работы в парке были приостановлены и не завершены вовремя. А что не было предусмотрено? Коммуникации, здесь есть дренажная система, водоотводные каналы, потом есть еще магистральный водовод, который из центрального... Все это заблокировано было, да? По Этого сути. не было предусмотрено, просто мы не могли в центральной части парка дорогу проложить. Была предусмотрена плитка, но под плиткой коммуникации не были предусмотрены. Мы все это остановили, заменили коммуникации, а потом уже вот только приступили к укладке плитки. А проект этот кто делал тогда? Проект в 17 или в 16 году делали, я когда еще, да. Аслам Жани поручил вице-премьеру и министру экономики Кристине Озган исключить из реестра фирмы, которые ранее отвечали за этот объект, поскольку они не справились с работой, и в дальнейшем не допускать их к госпроектам. Фирмы, которые себя дискредитировали, должны быть исключены раз и навсегда из реестра тех, кто может на что-то претендовать. Так и подрядчик. Вот сейчас и подрядчики, и проектировщики. В городе недавно какая-то компания СНС или Сенс. Что это за компания? Это же выкинутые деньги. Это надо учитывать и в реестр их вносить. В реестр не рукопожатных. Пусть ищут себе контракты в других местах. Да, участников, у кого угодно, только не у государства. Аслам Жани проинспектировал и ход работ по прокатке водопроводной трубы по улице Адыга в Гагре. Работы здесь также осуществляются в рамках инвестпрограммы. У нас проблемы были протечки воды по улице. Да. Жалобы от граждан давно поступали. Сейчас мы меняем от начала метров 900 у нас получается. Заменяем трубу на пропилен, на 200-ю трубу. Качеством трубы вы довольны? Довольны. Мы согласовываем с водоканалом местным. Ребята с местного водоканала тоже присутствуют, чтобы наблюдали за нашей работой. Президент также проверил, как реализуется инвестпрограмма на 2020-2022 годы по водоснабжению и водоотведению в Гудауте. После завершения инспекционной поездки Аслам Жани подвел ее итоги. Оценочное суждение я буду высказывать чуть позже. Мне нужно было увидеть самому, как реализовываются отдельные проекты инвестпрограммы в Гагрском и Гудаутском районе для того, чтобы иметь суждение. В пятницу у нас будет большое совещание. Там я скажу о том, как я это оцениваю. Часть объектов, которые мы сегодня посетили, они финансируются инвестпрограммой. Часть объектов финансируется из нашего бюджета. Если вы обратили внимание, мы еще были в устье реки Псов, там, где река Псов впадает в Черное море. Это тоже нужно было мне увидеть, потому как идет процесс делимитации государственной границы и потому как входит река в море, по серединной линии будут определяться границы нашего экономического шельфа. Там тоже есть вопросы, которые нам необходимо обсудить, и мне нужно было это все увидеть самому. То есть это не только инвестпрограмма, это наш бюджет и плюс вопросы делимитации нашей государственной границы с Российской Федерацией. Такие инспекционные поездки будут с определенной периодичностью. Мы просим российскую сторону увеличить объемы финансирования. Для того, чтобы увеличить объемы финансирования, необходимо научиться реализовывать в сжатые сроки и качественно те проекты, которые мы сегодня имеем, тот объем финансирования. Поэтому я этот вопрос беру на свой личный контроль. Будет проводиться штаб, который будет контролировать ход реализации инвестпрограммы. Этот процесс, считайте, что сегодня запущен. Эта линия, которую мы сегодня с вами видели, она была повреждена в результате штормового ветра. Наши специалисты из Черноморэнерго его восстановили, вы это сами видели. Вы видели подстанцию, где идет ремонтно-восстановительные работы, где идет увеличение трансформаторной мощности, и станция Гечерипш, где предполагается положить технопарк в последующем. Надо было самому это все увидеть, чтобы иметь реальное представление. Инспекционные поездки президента будут продолжены и в других районах республики. Альга Трапш, Алексей Гухава, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.
Вице-президент Баадра Гунба принял участников международной научной конференции, посвященной 80-летию со дня рождения государственного и общественного деятеля Юрия Николаевича Воронова. Баадра Гунба поблагодарил гостей за участие в международной конференции. Он с большим удовлетворением отметил плодотворное сотрудничество абхазских и российских ученых. Доктор исторических наук, завкафедры археологии МГУ Анатолий Конторович подчеркнул, что в Сухуми прошла уникальная конференция, которая сочетает в себе археологию, этнологию, востоковедение, и что ученым было очень интересно обменяться своими знаниями. С именем Юрия Николаевича Воронова связана не только научная составляющая, а также его имя вписано золотыми буквами в историю становления нашего государства. И очень приятно, что ученые, его коллеги чтят его труды, помнят и принимают участие в такого рода конференциях. Безусловно, для нас, как представителей государства, очень важно опираться на науку. Мы понимаем, что только наука может быть фундаментом при строительстве государства. И всячески мы и далее будем оказывать содействие, поддержку научному сообществу. Вот такой получился высокий уровень конференции, вот мы убежденные, научно, именно потому, что мы старались следовать в какой-то мере линии, которую задал Юрий Николаевич Воронов. Объективный исследователь, один из крупнейших наших вообще отечественных, советских, скажем так, еще исследователей, археологов крупнейших, и который, в общем, создал школу, по сути, такую. Спасибо за приглашение. Очень приятно, что к 80-летию этого выдающегося ученого прошла такая содержательная конференция. Динамика расходов, а также вопросы погашения задолженности перед организациями, поставляющими лекарственные препараты, кислород и многое другое для лечения больных коронавирусной инфекцией обсудил премьер-министр Александр Анкваб с вице-премьером, министром финансов Владимиром Делба и министром здравоохранения Эдуардом Будба. Если ранее средний недельный объем покрытия потребностей, связанных с лечением коронавирусных больных, составлял 18 миллионов рублей, то за последнюю неделю система здравоохранения профинансировано на 30 миллионов 200 тысяч рублей, проинформировал Владимир Делба. Эдуард Будба пояснил, что рост потребностей связан с увеличением количества больных, а также с тяжелым течением заболевания. Александр Анкваб поручил контролировать отпуск препаратов, при этом обеспечивать своевременный запас медикаментов и средств защиты на месяц вперед. Александр Анкваб также встретился с руководством системы здравоохранения и психиатрической больницы. Как сообщает пресс-служба Кабинета министров, обсуждались вопросы административного и хозяйственного управления лечебным учреждением, кадровые вопросы, а также вопросы, связанные с охраной корпусов и территории больницы. Александр Анкваб поручил составить план мероприятий, в который войдет ремонт вспомогательных и хозяйственных систем, усиление охраны корпуса особого режима и всей территории больницы, укрепление оконных и дверных блоков. Делегация из Абхазии во главе с председателем Государственного таможенного комитета Утаром Хетце участвует в форуме 2021, который проходит в Москве 21 и 22 октября. В рамках таможенного форума состоялось подписание 3 российско-абхазских документов. Между правительствами двух стран подписано соглашение о таможенном контроле товаров, перемещаемых по линиям электропередачи. Кроме того, между ГТК Абхазии и Федеральной таможенной службой России подписаны протокол об обмене документами и сведениями о таможенной стоимости товаров, перемещаемых между странами, и меморандум о взаимопонимании по развитию автоматизации таможенного администрирования в Абхазии. С абхазской стороны документы подписал председатель Государственного таможенного комитета Утар Хетце, с российской исполняющей обязанности руководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов. 14 сентября текущего года Церковный совет Абхазской православной церкви обратился с письмом к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и католикосу патриарху Грузии Илье о неканонической правомощности грузинского патриархата на Абхазскую православную церковь. На письмо 12 октября ответила грузинская церковь. В письме, в частности, предлагается встретиться в Тбилиси и напрямую обсудить проблемные вопросы. Каков ответ Абхазской церкви, почему сейчас вновь возник этот вопрос, и немного истории в интервью главы АПЦ Иерея Виссариона Аплия. Это еще одно коварство ихнее.
Как это так? Я этот вопрос буду решать в Тбилиси. Этот вопрос не в Тбилиси решается. Этот вопрос решается именно там, где было решено 100 лет тому назад. Вот туда будем возвращаться и там будем разговаривать. Только так. Никаких... вообще, скажу вам так. Там, где тебя убивают, там, где тебя уничтожают, там ехать и разговаривать не следует. Это мое точное такое определение, потому что мы знаем уже, как Нестор Логоба ездил и как он потом, чем закончилось. Знаем, как Владислав Григорьевич поехал. Им доверять полностью, я думаю, не стоит. Делегация парламента Абхазии во главе со спикером Валерием Кварча находится с официальным визитом в Карачаево-Черкесской республике. 20 октября состоялась встреча Валерия Кварча с первым заместителем председателя парламента КЧР Дагиром Смакуевым. Обсуждались вопросы межпарламентского сотрудничества в законодательной сфере. В качестве приоритетных направлений были названы сферы образования, туризма и сельского хозяйства. В рамках визита также состоялась встреча спикера Народного собрания Валерия Кварча с главой администрации Абазинского муниципального района КЧР Русланом Кужевым. А в ауле Псыш прошла презентация сборника научных трудов Валерия Кварча на тему и истории Абхазов и Абазин. Начала свою работу 35-я конференция Южно-Российской парламентской ассоциации. Ее участники будут работать в режиме видеоконференц-связи. В течение 2 дней законодатели 8 субъектов Южного федерального округа и 5 субъектов обсудят более 40 инициатив и обращений на федеральный уровень, касающихся практически всех сфер жизни. В заседаниях комитетов принимают участие депутаты Народного собрания Абхазии Лаша Ашуба, Алхас Женджолия, Ахра Абухба. 22 октября состоится заседание Совета ЮРПА, в котором примет участие вице-спикер парламента Левон Галустян. Работа конференции завершится пленарным заседанием. Ветераны войны Зураб Кокая и Дмитрий Абухба, а также депутат парламента Гиви Кварча провели брифинг в Арс Мира, на котором заявили о своей позиции по поводу инцидента, имевшего место на набережной Махаджиров 30 сентября. Обращение Объединенного Совета ветеранов. До сегодняшнего дня мы придерживались позиции жителей села Азюгжа, не желавших политизировать зверское избиение ветеранов войны и депутата парламента сотрудниками милиции, чтобы не допустить дестабилизации и без того сложной обстановки в стране. Однако, последовавшие за этим события подтверждают, что рассматривать их возможно только в политической плоскости. 4 октября, когда президент убеждал своих граждан, пострадавших от преступных действий милиции, что у него нет других легитимных инструментариев, кроме как прокурорское расследование. 2 проправительственные политические партии уже формировали текст обращения, осуждающего действия депутата Кокая и героизирующего благородство министра внутренних дел Дбар. Генеральный прокурор, доложив парламентскому собранию о привлечении одного из замов министра и одного сотрудника внутренних дел по суровой статье Уголовного кодекса, предусматривающей длительные сроки наказания. При этом прокурор исключил непосредственное участие самого министра, хотя по утверждению пострадавших именно он был инициатором и активным участником несоизмеримого с уровнем правонарушения события. Еще раз подтверждаем свое требование незамедлительной отставки министра внутренних дел Дбар. В противном случае Объединенный Совет ветеранов Отечественной войны, созданный сегодня, начнет подготовку к проведению акций протеста. В Сухуме была вскрыта уникальная археологическая находка – свинцовый саркофаг, датируемый 5-6 веком нашей эры. Артефакт был найден в древнем городище Гюенос Абхазо-российской археологической экспедиции, которую возглавляет историк, директор Абхазского государственного музея Аркадий Джопа и археолог Александр Скаков. Что же было обнаружено внутри саркофага, расскажет Эсма Гуланце. Уникальная находка античного Гюеноса. Свинцовый саркофаг 5-6 веков вскрыт. Ученые обнаружили в нем только останки скелета. Специалисты предполагают, что в саркофаге был захоронен знатный человек, возможно, священнослужитель высокого ранга. Ведь история подобных находок свидетельствует о том, что в саркофагах не хоронили простых людей. Пол, возраст и причины смерти этого человека будут устанавливать антропологи. Находка свинцового, вообще любого саркофага, сделанного целиком из металла, это огромная редкость для всего мира Византии, мира христианства этого времени.
Ни одного такого вот саркофага подобного не было найдено до этого ни на Кавказе, ни в Северном Причерноморье, ни где-либо на территории бывшего СССР. Находки подобных саркофагов известны на территории Турции, в Анатолии, известны в Южной Франции и в Англии. Поэтому в данном случае Абхазия пополнила список стран, где известны такие вот уникальные вещи. Несколько лет на территории городища Гюэнос, близо Чимчиры, абхазскими и российскими археологами велись раскопки. К концу экспедиции был найден свинцовый саркофаг весом почти в 100 килограммов. Находку обнаружили на территории древнего храма, который был раскопан историком и археологом Сергеем Шамбо еще в 80-е годы. У нас грузинская экспедиция во главе с Малхазом Барамидзе, известным археологом, там раскопки проводила, и на глубине 1,5 метра пошли грунтовые воды, и они ограничились этим слоем, который датировался не позднее V века. И это укладывалось вполне в концепцию грузинских археологов, особенно главного археолога Грузии Отара Ларткуйпанидзе, о том, что Колхидское царство существовало, и поэтому на этой территории не могли быть греческие колонии. Но когда мы начали раскопки, на самом деле тоже на глубине 1,5 метра пошли грунтовые воды, мы поставили насосы и, значит, откачивали воду и углубились на 5,5 метров, дошли до материковых слоев, открыли культурные слои VI века до нашей эры. И когда материал представлял в Тбилиси на археологической нашей ежегодном конференции ежегодной, и Отар Ларткуйпанидзе признал, что мы там подвергли сомнению их гипотезу. На этом памятнике мы тогда открыли церковь VI века. Она была совершенно неизвестна. Это одна из самых больших церквей в Восточной Абхазии, там 18 метров. Ранее на территории Абхазии уже находили каменные захоронения. Однако саркофаг из свинца найден впервые. И этот артефакт действительно является уникальным. Похоже, что это саркофаг византийской эпохи. Совершенно правильно, потому что храм, который датирован, уже давно исследован хорошо, и около храма, пристройки этого храма. И вот эта находка показывает о том, что земля абхазская таит много еще находок. После реставрации исторический артефакт займет достойное место в Абхазском государственном музее. Эсма Голанзе, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. МУП «Водоканал» сообщает, что в связи с ремонтными работами с полуночи 22 октября до 15 часов будет прекращена подача питьевой воды в районах города: Кадорское шоссе, Турбаза, улица Братьев Зонтария, Апсильская, Чанба и село Дзукта. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометцентра, в пятницу 22 октября в Абхазии ожидается небольшая облачность без осадков. Температура воздуха ночью 7-12, а днем 17-22 градуса. Температура морской воды 20 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.